Памятники средневекового зодчества ингушей, боевые и жилые башни всегда притягивают взгляд туристов со всего мира. Грозные и величественные, они дополняют горный ландшафт, и среди этих каменных исполинов всегда приятно прогуливаться. Но особняком от всех этих некогда обитаемых строений стоят склепы языческого происхождения. Здесь стихает людской смех, и лишь завывают ветра среди щелей солнечных могильников, изредка нарушая тишину. Обрушившийся склеп вызвал большой ажиотаж среди археологов. Тогда здесь было обнаружено 200 захоронений, большое количество оружия, предметов одежды, и несмотря на то, что исследования и экспертизы ведутся до сих пор, склеп нужно было восстанавливать в срочном порядке. Ни один шаг в реставрационных работах не делается без разрешения надзорных культурных органов, без разрешения правительства, без проектно-сметных документаций. Ни одного камушка не трогается. Мы сначала ведем подготовку долгое время в плане документации, изучаем исторические виды, как камень лежал, что было, как было. Берем образцы растворов, исследуют их. Одни из лучших питерских проектно-сметных вот этих организаций с нами работают. Они очень сильно нам помогают, и ребята колоссально разбираются в своей работе. Вот. И подготовка насчет камня, насчет растворов. Конечно, очень много у нас специалистов сейчас появилось по растворам. Я сам даже не знал, что у нас столько. Это очень хорошо. И раствор максимально приближенный к историческому. Нам приходилось ездить по всем уголкам этих районов, мест, советоваться, спрашивать, искать. И по каждому камушку мы сюда волокли, так сказать. Вот. Ну, потом мы добили всю работу инъекционными моментами, сделали инъекцию везде, в каждой трещинке, даже в старой кладке. Доложили, доработали и сделали вот такой вот красивый исторический вид. В августе прошлого года вследствие подмыва берега, протекающей рядом с речкой Шаги-Хы, могильник частично обрушился, обнажив захоронение. По вопросу археологических раскопок в разрушенном склепе в селении Цори глава провел совещание с участием представителей Тейпа-Цароевых. Было принято решение о выделении 8 миллионов рублей из Национального фонда развития Ингушетии на все необходимые работы. Позже о сроках и качестве проводимых работ главе доложил первый вице-премьер. 1 сентября на совещании уже в Магасе Махмуд Али Калиматов выразил свое недовольство по поводу безответственного отношения подрядчика к такому важному для жителей республики историческому объекту. Обязал устранить все недостатки и сдать объект до 1 октября. Это же мировое сокровище у нас. Но его надо просто сохранить, улучшить. Мы это будем делать. Вернуть каждый камень кладки склепа туда, куда его заботливые руки наших предков ставили несколько столетий назад, задача непростая. Не каждый за нее возьмется, ведь это культурное наследие народа, поэтому каждая ошибка чревата общественным осуждением. Работа сегодня завершена, склеп восстановлен, но каких усилий это стоило реставраторам, знают только они. Как только мы определили само основание, начали укреплять ее, утрамбовали. Потом 1,50 м, 1,80 м, вот так в квадрате, огромные камни мы сюда привезли на тяжелой технике. Положили эти камни под основание, чтобы он крепко, надолго стоял. И после этого промежуток времени подождали, пока это все осадит. Построили стену, восстановили вот эту былую красоту, так сказать. И после еще промежуток времени подождали, чтобы эта стена осела, чтобы она укрепилась, и доделали крышу. В процессе работ, как и на любом историческом объекте, пришлось столкнуться с определенными трудностями. Русло реки, которая, как считали раньше, вымыло основание склепа, оказалось не самой большой проблемой. Весь этот склеп, изначально была информация, что его смыло горной рекой. Потом мы начали очищать основание и увидели картину, что там этот склеп был построен на утрамбованной земле. Скальную породу мы почти 2 метра вниз ушли, искали скальную породу. Обычно все башни у нас стоят на скальной породе. И мы убедились, что именно этот склеп был построен на утрамбованной земле. И внизу была жижа. Было очень много влаги, и откуда эта влага взялась сейчас? Река уже течет намного ниже. Потом многие эксперты, которые здесь
приезжали сюда, советовались, рассказывали много информации нужной. Вот когда делали вот эти дороги наверху, нарушили экосистему подземных вод. И потихоньку эти воды стекали вот на эту башню. В черте комплекса Цори сегодня десятки строений, которые изо дня дней разрушаются. Сколько бы у нас не было реставрационных компаний, которые занимаются восстановлением башен, самих комплексов куда больше. Работа эта требует усердия, знаний и, конечно, желания сохранить материальную культуру ингушей. Радуюсь, подчеркиваю, что нет ни одной фамилии и нет ни одного комплекса. Это исторические памятники всего ингушского народа. Каждый человек обязан вот хоть как-то поддерживать, делать хоть какие-то усилия для того, чтобы мы их сохранили. Они сыпятся на глазах сегодня. И если реставрацией занимаются ребята, надо им помогать или хотя бы не мешать. Вот. И у нас есть очень много инвесторов, особенно в частности Михаил Саварбекович Гуцериев, который сегодня очень много средств, очень много сил вкладывает в наши исторические памятники. Далее мы сможем много чего восстановить, и правительство поддерживает эту инициативу. И мы будем вкладываться в круглые сезоны, круглый год. Цори является родовым замком для представителей более 40 ингушских фамилий, которые входят в тейп Цароевых. Воссоздание древнего фамильного склепа – это больше, чем просто ремонтные работы. Это восстановление истории, говорят старейшины. Археология, антропология, изучение текстиля, реставратор, حديد يزجي حد يجلح تجي داي نو تخن شدينا ح تيخش دحولي ميتك حواشتا يعني حليتاي ملخ يادس تيخش اجدات شقري ملخر تيخش دحولي ري از вашта дянт از необходимый минимум хая يعني дальше яндали делал их мунсани дик дачах дадвиш. Больше 1500 башен горной Ингушетии, каждую из которых строили наши предки с целью сохранить их для потомков. Сегодня они являются достоянием всего народа. И главная наша задача по мере возможности сохранить то, что у нас осталось. Идрис Ижиев, Тамерлан Хамхоев, Алисхан Тумгоев, Новости 24.